Сегодня в Государственном театре оперы и балета стартовал фестиваль «Шедевры и премьеры». Это уникальный проект, поддержанный Федеральным министерством культуры. В течение 3 дней сыктывкарцы услышат классику в исполнении Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Любовь Лапина заглянула на репетицию. Живой оркестр впервые зазвучит в столице Коми в таком объеме и столь эталонных интерпретациях. «Времена года Вивальди», «Серенада для струнных» Чайковского и концерт номер 9 для фортепиано с оркестром Моцарта. Это только часть того, что сыграют музыканты на сцене Республиканского оперного во время фестиваля. Я думаю, что все эти сочинения должны, так сказать, найти отклик. И, в общем, это вся музыка очень яркая, очень эмоциональная, очень такая рельефная. Московский камерный оркестр «Музыка Вива» – один из самых блестящих и любимых у публики, причем во всем мире. Компанию такому звездному коллективу составляют не менее достойные исполнители. Народный артист России Александр Рудин, солисты Елена Поповская, итальянец Рафаэлло Сеппе. Кстати, сегодня на встрече со студентами колледжа искусств именно тендеру из Италии досталось больше всего вопросов. Будущих артистов интересовало все. И то, когда он осознал, что хочет связать свою жизнь с музыкой, и то, нравится ли ему русская опера. Мне очень нравится опера «Пиковая дама» Чайковского. Она очень красивая. Это интересно, но когда я слушаю Чайковского, у меня такое ощущение, что я слышу то место, где я родился – Неаполь. В музыке мы очень похожи. Чайковский очень близок мне, и его музыка похожа на то, что я чувствую. Сам фестиваль в столице Коми продлится всего 3 дня. К слову, жители Сыктывкара стали первыми из всех россиян, кто принял шедевры и премьеры. Директор Московского камерного оркестра Марина Бутир отмечает, подготовка к выступлению принесла немало хлопот. Так клавесин привезли из Ухты, а рояль из резиденции главы Коми. Конечно, пока трудно, потому что это первый фестиваль, но я чувствую такое ответное желание от театра оперы и балета, такое как бы ответное понимание, что мне кажется, что, наверное, мы надеемся, что этот фестиваль как-то закрепится в Сыктывкаре. Сегодня в программе «Классика в чистом виде». Завтра зрителей ждет День опер, а финал фестиваля посвящен творчеству Моцарта. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.